В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Правительство России объявило об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией. Владельцы собак заявили о нехватке площадок для выгула животных в Мирном. Успехи якутян. Трехкратный рекордсмен мира по трекингу получил приглашение на Всероссийский чемпионат сильнейших атлетов уличного спорта. Россия ограничивает авиасообщение с Турцией для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ограничения будут действовать с 15 апреля до 1 июня. Сообщение из Турции будет производиться регулярными рейсами в неделю между Москвой и Стамбулом на взаимной основе. Кроме того, можно будет вывозить туристов, которые уже находятся в Турции, и выполнять рейсы, необходимые для строительства атомной электростанции Аккую. Также приостанавливаются перелеты с Танзанией. Авиасообщения будут возобновлены в том случае, если ситуация с коронавирусом стабилизируется, отметила Голикова. В 15 районах республики полным ходом идет всероссийская перепись населения. Судя по кадрам с Устьянского района, несмотря на нежаркую погоду, переписной персонал настроен весьма оптимистично и готов в любое время суток к выполнению своей ответственной миссии. Полностью завершен опрос населения в селе Нычалаха Лайховского района, селе Олом-Кюэле Ефремова, Тюгюльтя Амгинского района и селе Чумпук-Итыл Момского района. В Нерюнгри принято решение сформировать рабочую группу с Минвостокразвития для реализации программы «Дальневосточный квартал». Также по поручению полпреда Юрия Трутнева запланирована реорганизация программы «Стимул», которая позволит регионам получать финансирование по критериям, исходя из своих особенностей эффективности. Что касается реализации проекта комплексной застройки нового объекта, первый вице-премьер Якутии Кирилл Бычков отметил, что это пилотный проект такого масштаба, когда рассматривается строительство целого квартала в городе Нерюнгри для работников расширяющегося производства. Строительство уже начато, идет разработка котлованов, получено разрешение на строительство новых домов. Создавая рабочие места, промышленное производство, продукцию, мы не можем не подумать о тех жителях, о тех работниках, которые будут трудиться. Они должны иметь качественные рабочие места и, конечно, хорошие, классные, уверенные условия для проживания и высокий уровень жизни. Поэтому здесь мы без федеральной поддержки никаких таких быстрых, правильных, самое главное, качественных решений не получим. В России законодательно определят статус молодого ученого. Появится описание их прав, обязанностей и возможностей. В число последних премьер правительства страны Михаил Мишустин пообещал включить все положительно зарекомендовавшие себя подходы. Это грантовая поддержка, жилищные сертификаты и получение льготной ипотеки для молодых ученых. Инициатива правительства поддержана президентом. Более 8 тысяч человек написали тотальный диктант в Якутии. На площадках Северо-Восточного федерального университета и в Доме дружбы народов приняли участие 855 человек. В образовательных организациях республики диктант написали 5100 человек, из них в Якутске 402, в районах 4698. Также в библиотеках республики участие приняли 2151 человек. Напомню, акция «Тотальный диктант» состоялась 10 апреля. Его столицей выбрали Якутск. Текст диктанта написал российский писатель Дмитрий Глуховский. В СМИ появилась информация о том, что в России планируют сделать нерабочими еще несколько дней между официальными майскими праздниками. Однако планов ввести дополнительные выходные дни в мае у властей пока нет. В этом году на выходные выпадают как праздник весны и труда 1 мая, так и День Победы 9 мая. Они будут перенесены на будни, а первые рабочие недели месяца будут 4-дневными. Так, отдыхать россияне будут с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10. Всего в мае будет 12 выходных дней вместе с праздниками. В Мирном не хватает площадок для выгула собак, то есть мест, где можно законно выпустить четвероногого на волю без намордника и поводка. На сегодня на 35 тысяч проживающих в городе всего одна специализированная площадка. Но владельцы питомцев не отличаются добросовестностью. Дворы столицы Алмазного края погрязли в собачьих фекалиях. Тему продолжит Марфирина Алексеева.
С приходом весны во всех дворах города Мирного начинают всплывать следы совместных прогулок собак и их владельцев. Традиция убирать за своей собакой, к сожалению, очень далека от большинства жителей города Мирного. Картина ужасающая. Приходится высматривать место, куда ступить, чтобы не угодить на такой подснежник. Я вот сейчас иду вот сама и смотрю. Вот молодой человек прошел с собакой, она порожнилась, хоть бы убрал. Нет, пошел дальше. Очень плохо, конечно. Все, не выйдешь на улицу, сейчас снег вот тает, не выводит. В определенное место собак выгуливать. Определенное место в городе имеется, расположено недалеко от городского парка. Туда же далеко везти, особенно зимой, кто поведет 50 градусов туда собаку. Сейчас мы находимся на единственной специализированной площадке для выгула и дрессировки собак. К сожалению, эта площадка пользуется небольшим спросом среди горожан в силу своего места расположения, так как площадка находится, в принципе, на окраине города, можно сказать, прямо около городского парка. Что нас обрадовало, здесь очень чисто. По сравнению со дворами, экскрементов от собак очень мало. Еще что нас обрадовало, что, оказывается, на этой площадке вот есть такие приспособления, лопаты и совок, которые позволяют владельцам собак убирать за своими питомцами. Ну и, видимо, работники тоже также здесь приходят, дополнительно убирают. И, как мы смотрим, снега почти не бывает, то есть здесь постоянно очищают площадку. Нам посчастливилось побеседовать с владельцем собаки, который живет в многоэтажном доме и иногда приезжает выгулять питомца на площадке. Там гулять совершенно негде. Я приезжаю сюда, поскольку у меня есть машина, и я не работающий пенсионер, и поэтому у меня по времени, на этого хламона достаточно времени могу потратить. И, честно говоря, я и по себе-то вокруг дома, это я вокруг дома своего, я там живу. У меня самой 3 собаки, я всегда за ними убирала, когда я их держала в квартире, а сейчас я их держу на даче, и все равно вот дачу я убираю периодически. Пакетики, пожалуйста, мусорки есть. В чем проблема? Вот, к примеру, около ваших домов вы замечали такую картину, да, то, что это не только здесь? Да, у нас есть такая картина, наблюдается, но вот последние 2 года что-то мы на уборку не выходим. А до этого у нас ТСЖ, собирались все и выходили, убирали. Никто вроде бы не отказывался. А сейчас что-то последние 2 года не зовут, мы и не выходим. У многоквартирных домов во дворах найти пустырь довольно сложно, а значит и организовать специальную площадку возможности мало. Собаки продолжают гулять повсеместно, а вопрос чистоты и безопасности остается на совести их владельцев. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Лучшие коневоды-табунщики Ленского района живут в Беченче. Национальный праздник День коневода-табунщика 10 апреля отметили жители Ленского района в Чамче, где собралось 6 команд участников скачек, а также была подготовлена большая праздничная программа. Увидела виновников торжества и наша съемочная группа. Якутская культура – это не только колоритные наряды и богатый фольклор. Всегда национальным достоянием для якутов являлось табунное коневодство. Поэтому День коневода – один из важнейших праздников, которому уделяется особое значение. В минувшую субботу Чимча встречала гостей. Торжество началось с традиционных якутских обрядов очищения и благословения. В рамках праздника прошел ряд конкурсов, один из них кулинарный. Конечно, в преддверии скачек парад команд. Их было в этом году 6, а разыграли 220 тысяч рублей. Лошадей к этому дню готовили заранее. Несколько дней хватило подготовиться. На речку Нюя заходили, тренировались, все команды собирались. Вот даже речь придумали, девиз хороший. Кони подготовленные. Вот Орлик побежит на 600 метров, Казбек побежит на 1,5 километра. Именно Орлик и Казбек из Беченчи завоевали для своей команды главный приз 100 тысяч рублей. Второе место – это 70 тысяч рублей заслуженно получили наторинцы, а бронза и 50 тысяч рублей достались батамайцам. Хозяева праздника выставили 3 команды, тренировались усиленно, но удача была не на их стороне. Тут у нас очень сильные команды. Это, во-первых, чамчинская команда, наша Сартанахаринского наследия, и батамайские тоже очень подготовленные ребята. Они каждый год участвуют в районных мероприятиях, на конных скачках. Но Артанахаринский наследник показал высокий уровень в организации такого районного праздника. Концертная программа радовала номерами участников и зрителей. Работали торговые палатки, можно было приобрести даже изделия из конского волоса. И не только. На аукционе разыграли молодого жеребца. Именно День коневода-табунщика стал брендом Чимчи. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
Трехкратный рекордсмен мира по трекингу Гаврил Данилов получил приглашение на Всероссийский чемпионат сильнейших атлетов уличного спорта «Кардо». Сейчас он активно готовится к соревнованиям и собирается в дальний путь. Со своим единомышленником и другом поедет из Иркутска в Москву на автомобиле. Они посетят несколько городов, чтобы пропагандировать трекинг и показывать мастер-классы в исполнении акробатических элементов, чтобы все прошло хорошо и победить на чемпионате. Гаврил Данилов недавно посетил родину матери Верхоянск, где поднимался на гору Киселях. Для меня это в первую очередь соревнования, потому что мы летим туда всей Россией, собираемся всей Россией, дабы показать свое мастерство, свое умение. Кардо – это крупный фестиваль по всей России, который организован федеральным проектом. Его сам подписывал Путин. Вот. Ага. И в прошлом году я занял 3-е место. В этом году хочу занять 1-е. Вот. И, конечно же, жду поддержки от своего народа, своей земли. Я уже на свою родину слетал, это Верхоянск. Там уже подпитался Киселях Каяттан, Киселях гора. Там уже взял энергии с родственников, с народа. Вот. И хочу, чтобы меня поддержали в этот раз, чтобы я смог занять призовое место, дабы показать честь своей якутского трекинга. Причиной обильного снегопада и сильного ветра в прошлые выходные в Якутии стал выход активных циклонов. Как утверждают синоптики, это характерно для апреля месяца. Выпадение осадков в западных районах было вызвано выходом активного циклона с Красноярского края 7-8 апреля. Следом за этим циклоном вышел другой, активный, но уже южный циклон с севера Китая, под влияние которого попали южные и заречные районы, в том числе город Якутск. Отмечу, что в выходные дни с 10 по 12 апреля выпало почти в 2 раза больше осадков – 16 мм при месячной норме 9 мм. А о том, какая погода ожидает жителей города Якутска в ближайшие 3 суток, нашему телеканалу рассказал заместитель начальника Якутского гидрометцентра Вячеслав Шихиров. В ближайшие 3 суток в городе Якутске будет преимущественно без осадков. Да? Ночные температуры будут опускаться в районе минус 17, минус 20 градусов. Вот, а дневные температуры будут прогреваться до слабо отрицательных температур, где-то до минус 1, минус 2 градусов. И с 15 числа произойдет, опять же, перестройка атмосферных процессов с выходом очередного циклона, и уже днем мы ожидаем положительную температуру до плюс 2 градусов в городе Якутске. На этом у меня вся информация. Еще больше новостей на наших сайтах. Не переключайтесь.